Здравствуйте, в эфире программа «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. 29 декабря прошлого года Государственная противопожарная служба республики отметила 205-летие со дня образования пожарной охраны в Якутии. С какими успехами коллектив встретил свой юбилей, каковы итоги за 2022 год и какие планы намечены на текущий 2023, мы узнаем у гостя нашей студии Руслана Босикова, начальника Государственной противопожарной службы республики. Руслан Захарович, здравствуйте. Здравствуйте. Противопожарная служба нашей республики ведет круглосуточную работу, обеспечивает безопасность жителей региона. С какими успехами коллектив встретил свой юбилей? Да, действительно, 29 декабря 2022 года наша служба отметила 205-летие со дня образования пожарной охраны Якутии. В этот день мы поздравили, вручили государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам. Конечно же, мы не забыли своих ветеранов. На сегодняшний день противопожарная служба республики является одним из крупнейших организаций в системе обеспечения безопасности. На сегодняшний день создано 153 подразделений, и штатная численность личного состава составляет 2716 человек. Да, одним из наших успехов в 2022 году это снижение всех показателей, это по количеству пожаров, по гибели людей, по травмированию. Тут значительное снижение от 16 до 25% снижения идет. Отрадно, конечно, признавать снижение показателей. Тем не менее, уже за начало этого года было зафиксировано несколько десятков пожаров в частном секторе. Скажите, какие меры по минимизации принимаются и какие позитивные моменты, кроме того, что показатели снижаются, вы можете озвучить? Мы ежегодно и квартально мы анализируем каждый пожар, и, изучив данные пожары, мы принимаем ряд комплексных мероприятий. Это у нас, например, и рейдовые мероприятия, работа межведомственными техническими комиссиями муниципальных образований, профилактика пожаров, да, это обязательный адресный обход. Адресный обход – это работа с хозяевами жилых помещений. Основная задача у нас это снижение пожаров и предупреждение гибели людей на пожарах. Одна из мер предупреждения пожаров – это довольно-таки позитивная акция «Предупреди пожар, установи автономный дымовой пожарный извещатель». Расскажите, как проходит действие осуществления этой акции в жилом секторе? В 2021 году по инициативе председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрием Николаевичем Лепчиковым инициирована социальная акция «Предупреди пожар, установи АДП». Да. В рамках данной акции наши работники противопожарной службы активно участвовали. В течение последних 2 лет работниками противопожарной службы установлено около 5000 автономных дымовых пожарных извещателей. Тут хочу отметить, что отрадно, что у нас в данной акции активно участвовали главы администрации районов, поселений и наследников. Руслан Захарович, скажите, а были ли случаи спасения людей и имущества при срабатывании данного устройства? Да, данная акция и данная установленная установка дает свою эффективность. За этот год даже у нас произошло 3 случая. Это на Барском, Сунтарском, Вилюйском районах. Да, при срабатывании данных извещателей люди вовремя спаслись от пожаров. Нам известно, что вы получили ключи от многофункциональной техники со спецоборудованием. Скажите, что это за техника, для чего она предназначена? По итогам пожароопасного сезона 2021 года по поручению главы республики Асена Николаевна было поручено создать нештатные группы. У нас на сегодняшний день создана во всех районах нештатные группировки,
группировки с штатной численностью 285 человек. И в 2022 году нами было приобретено 21 техника. Это малый лесной пожарный комплекс. Комплекс оборудован современным оборудованием и снаряжением. Да, действительно, вот эта техника показала свою эффективность. Ну, самое главное – это оперативное реагирование на пожары. Да. В 2022 году наши подразделения участвовали в тушении ландшафтных и природных пожаров 20 раз. Скажите, а сейчас у наших пожарных достаточно ли современных технических средств? Да, ну вот руководством республики, да, принимаются очень серьезные меры в обеспечении пожарной безопасности. За последние 7 лет приобретено 145 единиц новой пожарной современной техники. Это техника основного и специального назначения. Кроме этого построено 18 новых объектов, это пожарные депо. Также сегодня мы начинаем строительство в горном районе, это Селебрь, Дикостях. Все необходимые меры, конечно, принимаются. Да. Наша служба финансируется в рамках государственной программы обеспечения безопасности. Давайте поговорим с вами о статистике. Каковы сейчас показатели по пожарам в зоне выезда ваших подразделений? Ну, на сегодняшний день зарегистрировано 60 пожаров. К сожалению, 3 человека погибло, в том числе 1 ребенок. Да. Ну, основная доля пожаров происходит в жилом секторе. Но это основными причинами является это неосторожное обращение огнем, использование неисправного электрооборудования и основное это еще печное отопление. Получается, что за последние несколько лет причины пожара изменились. Сейчас это уже не потушенная сигарета в кровати, а вот как раз-таки кустарные обогреватели. Ну, кустарные обогреватели, да. Кроме этого, конечно, вот мы в народе говорим, это есть и пьяные пожары, да. Вот очень много происходит вот именно из-за таких, гулянок, будем говорить, да, это пьянок, после каких-то этих мероприятий происходят, такие вот несчастные случаи, к сожалению. Угу. Скажите, Руслан Захарович, ежедневно по всей республике на боевое дежурство выходят работники пожарной охраны. Как поддерживается престиж пожарных в населенных пунктах у нас в Якутии? Ну, престиж – это понятие такое тонкое, да. Для нашей профессии, да, это, будем говорить, это зависит от нас, да, как мы действовали, при тушении пожара, при устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Да. Кроме этого, конечно, наши работники участвуют в общественных мероприятиях, в проводимых субботниках. Это, может быть, заготовка льда, дров, да, помощь престарелым, малообеспеченным семьям, многодетным семьям. Да. Кроме этого, мы с прошлого года также начали устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели семьям мобилизованных. Тоже люди благодарят наших работников. Кроме этого, мы ежегодно участвуем в «Елке добра». Также у нас есть подшефная школа, да, вот это реабилитационный центр для детей здесь в городе Якутске. Да, мы ежегодно дарим подарки, а также средняя школа, это в селе Хатасы. Тем не менее, ваша служба все равно и опасна, и трудна. Скажите, как сейчас обстоит дело с кадрами, особенно в отдаленных улусах республики? Мы ежегодно повышаем свою профессиональную подготовку, да. Наши работники, заканчивают высшие учебные заведения, это Академия государственной противопожарной службы, город Москва, университет государственной противопожарной службы в Санкт-Петербурге, да. А также здесь ежегодно мы повышаем свою квалификацию в Северо-Восточном федеральном университете. Достаточное ли довольствие у сотрудников пожарной службы?
Ну, если это с какой стороны смотреть, да, ну, конечно, мы стараемся, да, ну, провести работу, да, по увеличению заработной платы. Ну, в прошлом году нам, нашим работникам, заработную плату увеличили на 10%, да, это, конечно, на сегодняшний день это очень, ну, такой значительный, да, вот. Ну, дальше мы работаем, да, чтобы какие-то социальные гарантии для наших работников были, да, и также, ну, заработная плата, конечно, соответственно. Ну и в завершение нашей с вами беседы, возможно, для наших телезрителей у вас есть какие-то пожелания? Да, ну, конечно, уважаемые жители, гости нашей республики, соблюдайте правила пожарной безопасности. Ну, надо помнить, безопасность, ваша безопасность, безопасность ваших близких, детей, друзей в ваших руках. Я благодарю вас, Руслан Захарович, за очень интересную беседу. Будем надеяться, что показатели по пожарной опасности будут снижаться и далее, а престиж вашей профессии будет подниматься еще выше. Как знать, возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.